Самые действенные и эффективные способы ослабления льда перед вскрытием рек – это зачернение и распиловка ледового поля. По прогнозам Гидрометцентра, весеннее вскрытие рек в этом году будет в первой и второй декаде мая. Поэтому превентивные работы на реках республики сейчас в самом разгаре. В некоторых районах сейчас идет трассировка в местах, где будут выполняться работы, и измерение толщины льда. По срокам выполнения работ это по малым рекам до 14 апреля, а по крупным рекам в Ленском и Алекимском районе 17 апреля, город Якутск, Хангаласский район, Намский район и Кобяйский район 20 апреля, а на реке Колыма в Среднеколымском и Верхнеколымском районе до 26 апреля. Всего в 2024 году на противопаводковые мероприятия по ослаблению льда из федерального бюджета выделено 42 миллиона рублей. Главная задача этих мероприятий – минимизировать возможность заторов, основной причины подтопления населенных пунктов. Вот конкретно для Якутска у нас в зону затопления попадают населенные пункты. Это вот поселки городского округа город Якутск, в том числе сам город Якутск, село Дайду, Техтюр, Павловский, сам Нижний Бестяк. Всего в зону затопления попадает около 60 тысяч человек. Несмотря на то, что в этом году толщина льда на реках наблюдается ниже среднегодовых, Гидрометцентр дает прогнозы по высоким уровням воды на Лене от Ленского до Кобяйского района. Поэтому вероятность заторов высокая, и тем важнее вовремя завершить все превентивные мероприятия. Александр Хавренко, Иван Саракоумов, Якутск.